Судя по тому, как начинается у нас эфир, вы понимаете, что сегодня речь идет не только о собаках и кошках. Сегодня мы поговорим и о домашних животных, которые держат в деревнях, в селах. Да? У нас в гостях замечательные друзья наши. Да? Это ветеринарный врач Гульнара Цапалова и аспирант факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Аграрного университета Ильгиз Далин. И наш замечательный брат, наш меньшой, замечательный барашек. Да? Пока у него какого-то имени нет. Здравствуйте, друзья мои. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, спасибо большое, что пришли, уговорили нашего барашка прийти. Сколько труда вам стоило усадить его, это только мы знаем сейчас, На чем да? довозили? На машине? На машине, да. Но он у вас часто, видимо, так Нет, по экскурсиям он катается? первый Нет, раз первый раз? выехал, да. Очень Для него это волновался. стресс, да. А есть у него какое-то имя? Ну, имени нет пока. Еще не придумали, да. Друзья, у вас есть отличная возможность позвонить к нам в прямой эфир и предложить свой вариант. Мы обязательно наградим, да, если вдруг нам подойдет. Да, ну нужно рассказать, что животных в аграрном университете выращивают специально, да, не ради того, чтобы употребить их в пищу, накормить студентов, нет. да, а в учебных целях, правда ведь, да? Расскажите, Да, вот. подтверждаю. Сразу же вот успокоился. Расскажите нам, пожалуйста, вот об этой стороне деятельности вашего института. Ну, животные, студенты должны практиковаться. Конечно, ветеринарию, так же, как и медицину, да, теоретически по учебникам невозможно выучить. Они должны работать с живым организмом. Поэтому у нас есть все животные, какие вот, ну, есть и сельскохозяйственные, как вы сказали, и мелкие домашние животные. У нас есть коровы, лошади, овечки вот у нас есть, кролики, куры, гуси есть. Поросята. Поросята есть, да, собака у нас есть, кошки есть, так что недостатков животных мы не, ну как, нет такого. И еще хотелось бы сказать то, что если ну, медик изучает только человека, то ветеринарный врач, вот представьте, сколько он животных должен изучить за время обучения, да, узнать все особенности, да, знать о них все. Потому что ветеринарный врач – это специалист широкого профиля. Ну да, такая задача. Знать действительно нужно много. Ильгиз, скажите, пожалуйста, а вот если кто-то из наших телезрителей захочет завести овечку у себя дома, да, ну, частный Мало дом, ли. например, да, ну, не в квартире, там, может быть, и в квартире. Может быть, кто-то захочет в квартире. Мы же не знаем, кто нас смотрит, да? Что нужно знать? На самом деле это не так просто. Пришел на базар, купил овечку, да? Вот. Для этого необходимо создать все условия для жизни животного. Содержание. Да, его. содержание, то есть в первую очередь. Вот. И в Ну, деревнях какие это... должны быть условия? Ну, вообще должно в первую очередь помещение, да? То есть с освещенностью, вот, чтобы животное комфортно себя чувствовало. Ну и, естественно, регулярное питание, потому что без этого как бы даже люди не могут жить. Ну вот вы знаете, если судить по сказкам, да, нашим русским народным, то у всех, мне кажется, складывается представление, что овечки не очень-то умные животные. Насколько это Я правда? протестую. На самом деле, в принципе, это так. Если сравнивать Да. с другими видами животных, то овцы, они малоподвижные такие, маломобильные, да, не очень изворотливые по сравнению с козами. Вот. Козы там и на деревьях лазят, и по горам прыгают, а овцы нет, они как вот живут так тихонечко своей жизнью. Вот. И у них еще по сравнению с другими животными очень сильно развит стадный инстинкт. То есть какое бы количество голов в стаде не было, они будут все время вместе ходить, кучей. Вот. И поэтому они такие добренькие, тихенькие, миленькие. И очень Не громкие. И громкие, агрессивные. А Ну, много- кстати, когда они в стадии, они очень тихо ходят, их не слышно, не видно. Это если когда их начинают разделять, они, конечно, начинают Да, вот друг друга голосом искать. друг друга искать, да, призывать. Неспокойно Поэтому- себя чувствуют, да? Да, да, да. В одиночестве. А что касается вот овечьей шерсти, говорят же, что вот определенные там текстильные изделия, да, из овечьей шерсти бывают, ну, особенно там теплыми или что-то в таком духе. Выращиваются ли у нас овцы вот для этих целей или нет? Ну, вообще овцеводство, конечно, не сильно развито, не только у нас в республике, но и как бы в России, да. Ну, есть фермерские хозяйства, есть домашнее подворье, конечно, шерсть. Они выращиваются для этого и для шерсти, и, ну, как бы для мяса, да. А насколько... Шерсть у них очень густая, вот просто нереально, там, подшерсток. Вы его, наверное, тоже периодически, да, Взрослых, стрижете? да, стригут, конечно, А куда обязательно. шерсть потом? Куда-нибудь в производство? Да,
отдается, кто вяжет, не жалко совершенно, пусть Вот пользуются. мы с тобой в городе живем, а наши бабушки же как-то, ну, реально, да, что-то делали из этого. Вот как-то мы все это действительно подзабыли. И вообще, в принципе, хочется об овцеводстве поговорить. Почему оно не развито, как вы считаете? Ведь мы сами сказали, животные не особо прихотливые, не особо сообразительные. Покормил, свет включил в студии всей Уфы. Вот тебе, может, здесь заведем уже на самом деле? Надо подумать. Да, вот и разводишь себе на здоровье. Почему оно не развито? Как Ну, вы это считаете? вообще сельское хозяйство как-то же в 90-е годы, оно, ну, как сказать, не имело поддержки, да, вообще трудные времена были, да, и поэтому вообще сельское хозяйство считается рискованным делом, да, то, что много причин, да, чтобы, ну, как... Отказываться от этого, Да, да? да, да. Хорошо. Много всего. И болезни, да, там, кормовая база, допустим, да. Вот неурожайный год, кормовой базы, пожалуйста, нет, да. А животным же есть надо, куда их вот девать? Ну вот поэтому как-то и нужна, конечно, поддержка от государства, это обязательно. А есть да, у нас в очень нашей сложно. республике вот какие-то специальные программы? Сейчас, да, вот у нас Азат Салаватович Зиганшин, начальник управления ветеринарии, очень сильно пытается поддерживать овцеводство. У нас есть 3 крупных предприятия, которые занялись разведением, да, и выращиванием овец. Ну, это вот такие шаги, я думаю, оно будет развиваться у нас. Гульнар, вот вы так гладите нашего гостя сегодняшнего. Он вообще чувствует то, что это ласка какая-то? Или ему все равно? Да, вот я еще раз говорю, то, что овцы, такие животные, они не любят быть одни. То есть, например, если Ну, ему овца хорошо с отбилась нами, от стада, если отбилась, то она начинает всех искать, блеять постоянно. Вот. И когда она чувствует то, что куда-то прижаться, кому-то куда-то уткнуться, то есть более безопасно. Мгм. Ну, еще это же ребенок, ягненок маленький. Конечно, всем нравится прикосновение, тактильное такое, приятное ощущение. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы так поступили мужественно, да, нашли в себе силы привести этого ягненка сюда к нам. Я думаю, что нашим телезрителям, которые живут в своих частных домах, было очень интересно узнать все то, о чем мы говорили. Ну и вам удачи и успехов. И до следующей встречи. В среду ждем вас. Хорошо? Большое.